Уйгурские НПО призвали к немедленному прекращению поездок в Восточный Туркестан, который является заложником лживой пропаганды Китая. Защитники прав уйгуров призвали западные туристические компании прекратить продажу путевок в Синьцзян, где нарушения прав человека властями были названы геноцидом некоторыми правительствами. В докладе, опубликованном в среду базирующимся в США проектом по правам человека уйгуров, говорится, что западный туризм в регион рискует поддержать нормализацию политики китайского правительства, направленной на уничтожение уйгурской идентичности. Согласно новостям от 28 августа 2023 года, в китайской пропагандистской сети Танрыда так называемая Коммунистическая лига молодежи, действующая в Восточном Туркестане и руководимая Коммунистической партией Китая, продолжает систематическую ассимиляцию уйгурских детей, разрабатывая различные проекты вроде открытой сознательной солидарности детей и молодежи. Согласно коварному плану Китая, молодых людей в Синьцзяне поощряют к участию в 5 типах проектов, таких как индивидуальное обслуживание, маленький класс в красном галстуке, изучение 4 историй, посвященным партии и коммунистической молодежи. Япония заявляет, что может подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с решением Китая запретить импорт всех японских морепродуктов после сброса в океан радиоактивных сточных вод, предположительно очищенных на атомной электростанции Фукусима. Министр торговли США Джина Раймондо, которая провела переговоры в Китае, ответила на вопросы журналистов во время своей поездки из Пекина в Шанхай. Указывая на штрафы, рейды и другие действия, которые делают ведение бизнеса в Китае рискованным, Раймондо сказала, что американские компании жалуются на то, что Китай стал страной, в которую не будут вкладывать инвестиции. Джина Раймондо заявила на пресс-конференции в Шанхае в среду, что Соединенные Штаты не будут разрывать отношения с Китаем, однако по вопросам национальной безопасности консенсус не найден. Индонезийская полиция заявила, что задержала 88 граждан Китая за трансграничное любовное мошенничество по телефону и в интернете. Власти объявили, что 88 подозреваемых, в том числе 5 женщин, были задержаны на острове Батам по наводке Министерства безопасности. Представитель полиции Арсиат сказал, что многие из этих людей были китайцами, которые обманом заставили перевести деньги после манипулирования человеческими эмоциями людей. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Пекин с целью поддержания связи и нахождения нового баланса в отношениях, в то время, когда Лондон высказывает опасения по поводу стратегической и экономической безопасности со стороны Китая. Клеверли, который встретился с вице-премьером Китая Хан Цзиньцзином и министром иностранных дел Ван И в Пекине, стал первым британским министром иностранных дел, посетившим Китай за 5 лет. Последний раз Британия нанесла визит в Китай в июле 2018 года, когда Пекин посетил министр иностранных дел правительства консервативной партии Терезы Мэй Джереми Хант. Президент России Владимир Путин, который не присутствовал на саммите БРИКС в ЮАР и объявил, что не будет присутствовать на саммите G20, который пройдет в Индии в сентябре, отправится в Китай в октябре. Это будет первый зарубежный визит российского лидера с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.